Каких отходов больше всего в вашем мусорном ведре? Правильно, упаковки. Предлагаю вам сходить со мной в магазин и узнать, можно ли делать покупки экологично. Пошли? Сегодня соберем с вами корзину с продуктами. Что мы покупаем чаще всего? Хлеб. Хлебную продукцию упаковывают в пакеты. Попробуем найти без упаковки. Это оказалось не так-то просто. Без упаковки практически ничего нет. Но мы нашли. Подсолнечное масло. Смело покупаем в пластиковой упаковке. Ее можно сдать в микрорайоне Волжский 3. Там установлены желтые контейнеры для ПЭТ-упаковки. Бутилированную воду тоже можем приобрести. Все это перерабатывается. Молочная продукция. Не покупайте в пакете. Все это окажется на полигонах. Выбирайте в бутылках. ПЭТ-бутылку на переработку. Самый сложный выбор – это крупы, сахар, соль. Все упаковано в пластиковые пакеты. Пластиковые изделия с маркировкой под номером 7 лучше оставить на прилавках. На переработку эти шершавые пакеты практически не принимаются. Мой выбор – крупы и другие сыпучие продукты только на развес. Либо выбирайте крупы в картонных коробках. Совет от рекоператора. Фрукты кладем в эко-мешочек для взвешивания. Или можем сразу же положить их в корзину. Сладости тоже старайтесь покупать на развес. На кассе вам попытаются все покупки положить в пакеты. Упаковку в еще одну упаковку, а сверху еще и пакет. Только представьте, сколько мусора ежедневно мы несем домой, а сколько выбрасываем в контейнеры, и это наше с вами будущее. Будущее наших детей. И используйте, пожалуйста, мешочки, салофановые пакеты. Я, например, хожу в магазин, всегда используя только эко-пакеты и эко-мешочки. Давайте будем беречь нашу землю. Заведите привычку носить с собой эко-мешочки и авоську. Откажитесь от полиэтиленовых пакетов. Привычка быстро перейдет в образ жизни. А как вы ходите в магазин? Поделитесь в комментариях своим опытом.